Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 24 февраля по 1 марта 2020 года для близнецов. Посмотрим прогноз на метафорической колоде. Она хорошо показывает события на короткий срок. Итак, первая карта. Основные события для близнецов на этой неделе. Карта говорит о том, что вы слишком многое стараетесь обходить, не решать какие-то важные вопросы вовремя. Может быть, это напрямую карта проигрывается, может быть, вы будете убирать свой дом, разбирать какие-то завалы, выбрасывать какие-то ненужные вещи, а может это проигрываться и метафорично. То есть вы можете на этой неделе либо работать с подсознанием, с обидами, с какими-то такими неприятными воспоминаниями, которые в вас до сих пор сохранились, да, которые мешают вам жить. То есть вот дверь открыта, вы можете на этой неделе освободиться от чего-то ненужного. Это также могут быть какие-то ситуации, которые вы раньше не замечали, да, и которые проявятся. Это может быть даже какие-то, допустим, болезни в организме, да, может быть, они либо в хронической форме, либо вы вообще о них не знали. И вот есть возможность это все убрать на этой неделе, очистить, да, здесь все, что вам мешает жить. Давайте посмотрим, что ждет близнецов, тех, которые ищут своего партнера. Посмотрите, здесь карты говорят о том, что вот вы очень боитесь внимания со стороны людей. И из-за этого, скорее всего, вот проблема в общении, проблема с новыми знакомствами. Такое ощущение, что вы как-то закрываетесь просто не из-за того даже, что кто-то вас осуждает. Может быть, вам даже кажется просто, что вас кто-то осуждает, да. На самом деле здесь просто глаза, да, что может сделать глаз? Ну, посмотрит, пусть даже недобро как-то, да. Как это может помешать вам в вашем счастье? То есть нужно научиться действовать по своему желанию, а не равняться вот на мнение окружающих, да, не думать о том, как они посмотрят, что они скажут, это вас совершенно не должно волновать. То есть на этой неделе вы можете преодолеть вот эту ситуацию. Скорее всего, она у вас может проявиться, да, и вы можете с ней поработать. Давайте посмотрим, что будет у близнецов в паре в отношениях. Здесь у нас карта говорит о том, что вы можете действительно что-то новое открыть в своем партнере. Вы можете найти что-то такое, что вас очень порадует и удивит. Это если говорить о ценностях таких вот человеческих. А может быть, у вас на этой неделе будет какая-то действительно денежная прибыль, какое-то денежное поступление. Может быть, даже так как у нас здесь дерево, да, это может быть связано, допустим, с ипотекой, с недвижимостью. В общем, здесь действительно может быть получена крупная сумма денег, которая может пойти вот на дом, на квартиру и так далее. Причем это может быть даже совершенно неожиданно для вас. Посмотрим, что ждет тех, кто в ссоре. Карта говорит о том, что нужно выйти из ситуации и взглянуть на все как бы сверху, да, то есть не на мелочи, а на то, нужен вам этот человек или нет. И если вы сделаете для себя вывод, что этот человек действительно вот как бы достоин того, чтобы быть с вами, что он соответствует вашим там мечтам, планам на будущее и так далее, что он вас не стесняет, не лишает вас там самовыражения, свободы какой-то, да, значит, вам просто нужно будет с ним помириться, да, и как бы самое главное вам сделать вот этот выбор. Если вам человек не нужен, то тогда уже просто стоит от него отказаться. То есть нужно подумать наперед, на будущее, да, проанализировать ситуацию и потом только уже принимать решение, мириться с ним или нет. Посмотрим работу. Что ждет тех близнецов, которые в поиске работы? Вот здесь
карта говорит о том, что те люди, на которых вы рассчитывали, могут подвести. Может быть, кто-то обещал что-то и не выполнит, да, или вот вы точно были уверены, что ну, как бы человек вас не подведет, или там на работу вас возьмут, и уже, может быть, даже пообещали, и тут вас могут подвести. То есть карта говорит о том, чтобы не происходило, вы не волнуйтесь, то есть ваше от вас никуда не уйдет. Вот по этой карте, да, все лишнее уходит из вашей жизни. Если на этой неделе что-то не получается, это не значит, что и не получится никогда. Просто то, что не нужно, оно не задерживается, уходит для тех, кто работает. Здесь выпадает карта таких зеркал, да, кривых зеркал, или вернее зеркал, которые показывают совершенно другое изображение, не такое, которое мы ждем. То есть здесь, скорее всего, люди будут с нами общаться не так, как мы ожидали. Отношения в коллективе могут быть не такими. С клиентами работа может удивлять как-то. В общем, может быть много моментов, которые вот не соответствуют нашим ожиданиям. И это будет вот как бы такая постоянная суета, да, то есть такие вот могут быть удивления всю неделю. Ну, как бы по большому счету это никак не отражается на вашей жизни, но может вносить как бы такую суету и неудовлетворенность. Но в любом случае это же зеркала, да. Может быть, мы как раз себя не видим, может быть, нам нужно правильно себя воспринимать, и вот те люди, которые с нами общаются как-то не так, вот по нашему мнению, может быть, они нас отражают, и нам нужно задуматься о том, как нам лучше себя с людьми вести. Может быть, какие-то наши мысли, они отражаются вот в поведении других людей. Так, давайте посмотрим для тех, кто свое дело имеет. Так, здесь у нас выпадает карта такого вот закрытого помещения, да, то есть либо вы слишком замкнулись, вот не расширяете круг там клиентов, может быть, стараетесь делать все сами и не нанимаете сотрудников и слишком устаете, но в любом случае вы сами себя ограничили. Посмотрите, здесь на окнах решетки, да, здесь ничего нет в помещении. То есть получается так, что вы сами себя заперли в 4 стенах, вы не даете себе развиваться. Здесь также, кстати, с законом могут быть какие-то проблемы. Допустим, нельзя, вот по совету этой карты, нельзя нарушать какие-то законы вот в плане, допустим, там финансов или в плане оформления. В общем, здесь вот нужно обязательно об этом думать заранее, да, чтобы не попадать потом в ситуации ограниченности. Кроме того, может быть просто вот какая-то временная остановка в делах, либо еще как третий вариант, может быть, вам нужно отдохнуть, может быть, вы слишком устали, и когда вы отдохнете, вы подумайте, проанализируйте ситуацию, как вам лучше выйти, да, на новый уровень, как вам лучше расти в своем деле, что вам нужно поменять. Давайте посмотрим финансы для тех, кто работает. Карта говорит, что вам как бы нелегко приходится, да? Скорее всего, вы ждете какого-то хорошего, большого дохода, но такое ощущение, что вот вы получите его и тут же потратите на какие-то нужды, самые необходимые. Скорее всего, либо есть какие-то выплаты по кредитам, либо еще какие-то обязательства, да, и вот как бы вы сразу же эти деньги расходуете. То есть для вас эти деньги, они просто как долг какой-то, да, как обязанность. Они вас не радуют. Вы ни на одежду на свою не тратите, ни на радость, ни на какую. Вот, а только вот работаете, потому что это необходимо, да, потому что вам эти деньги нужны для того, чтобы какие-то обязательства свои выполнять, и вам даже некогда заняться там чувствами, да, вы вот думаете только о том, что вы должны. Карта говорит о том, что нужно как-то с этим вопросом разбираться, потому что нельзя все время в таком состоянии жить. Вот, кстати, здесь вот карта говорит о том, что нужны какие-то свободные деньги вам на радость на какую-то. Нельзя все тратить только на кого-то или на что-то, на какие-то обязательства.
хоть какую-то часть нужно себе оставлять, чтобы радовать себя. Так, теперь для тех, финансы для тех, у кого свое дело. Здесь вот тоже как бы временно может быть какая-то задержка в финансах, но в любом случае скоро уже вы можете их получить. Но в любом случае здесь насчет денег даже не переживайте. Если даже на этой неделе какие-то сложности, вы с избытком это все получите в другое время, да, в ближайшее время. Давайте теперь посмотрим совет, какой совет нам дают карты на эту неделю. Карта опять обязательств, да, вы слишком много на себя взвалили, вот все на вас, и хозяйство, и ваши близкие, скорее всего, да, вот здесь у нас щетки, кастрюли, продукты, и это в таком большом количестве, что мы аж согнулись под этим весом, да, то есть карта говорит о том, что нужно себя разгрузить. Скорее всего, вы взяли на себя чьи-то еще обязательства, обязанности, и все это сами на себе несете. То есть карта говорит о том, что вы превратитесь как бы в человека изможденного, да, вы можете разрушить свою жизнь, свое здоровье тем, что вы слишком много на себя взваливаете. Нужно распределить обязанности, нужно снять с себя часть ответственности и передать вашим близким. Друзья, желаю вам замечательной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось для вас. Всего вам доброго, до новых встреч!